у нас в Республике Татарстан принято, все гостей встречают гимном татарского языка, который слова написал Габдатукай, Тугантель. Так, татарча кемдер биле кулларын көтерелер. Мындарак. Ближе, давайте сюда, давайте. Все? Проходим сюда. На русском? На русском. Все понятно, на Как русском. вас зовут сначала? Меня зовут Дамир Абый. Или так, если по документам, то меня Дамир Абый. Вот лучше Дамир. Абый это только не отчество. Знаете, да? У татар принято, говорят, вот учитель, если Абый говорят, если учительство Апа говорят, имейте в виду, ладно? Так что Дамир Абый можно, меня Дамир Абый можно. Итак, уважаемые гости, вас встречает Татарский этнографический музей под открытым небом Татаровла. Мы учителя деревни Шердана. Не только учителя, а тоже интеллигенции, кто неравнодушен традициям, обычаям татарского народа. Объединились некоммерческие организации, негосударственные учреждения и решили музей вот такой создать, именно показать, как татары жили 100 лет тому назад в татарской деревне. Такой музей есть у марийцев в городе Козьмодемьянске, Мариэль. Такой музей есть у Чуваш и Бриси поселок. Такой музей есть у Тмурт-Мордва. Ну, у татар, хотя мы занимаем второе место по численности населения, хотя стыдно сказать, у нас его не было. Вот, 90-е годы, когда у меня жена работали учителями в деревне Большие Шерданы. Большие Шерданы, вы знаете, знаменит чем? Там родился у нас Каюм Насырий, правда, мало шерданных, небольших, правильно. Каюм Насырий родился. Вот с той деревни. Значит, мы ездили 90-е годы экскурсию просто в Козьмодемьянск. Знаете, нас встречали вот марийская фольклорная группа. Потом про марийцев все рассказывали. Я про марийцев даже больше знаю, чем про татар. Вот, они потом в конце нас угощали национальными блюдами. Так было приятно. Итак, мы приехали к себе домой, решили своих учеников вести. Я тогда еще классным руководителем работал. Оказывается, у татар нет. Вот. Возникла идея, после этого 20 лет спустя, в 2010 году, все-таки мы говорим, опять мы, конечно, вот это наша семья, мы решили вот такой. Потом, значит, к нам объединились родственники, друзья, неравнодушные, организации создавали и выкупили земельный участок, полгектара земли. Деревня начинается с чего? Ратник или ручейка должна быть, но его у нас нет. И так мы выход, как искали? Колодец копали. Копали вручную 8 метров, 6 метров вода выходит. И знаете, я как бывший учитель, я буду вам задавать вопросы. Ну, у меня журнала нет, конечно, да? На Затаев подарки буду давать. Поэтому наши будете отвечать на вопросы. Итак, первый вопрос прямо на подарок. Как называется вот этот колодец? Журавель, молодец. Сейчас я подарок вынесу. А по-татарски кто есть? Так, Ситмалика тоже. Ух ты, вот. Спасибо. Вот. Итак, все-таки надо, знаете, это не мужской труд, конечно, это женский труд. Но надо набирать воды. Обязательно. Давайте, да? Кто-нибудь? Давайте, Килигес. Кто? Давайте, открывайте. Так. 100-летней давности ведро. Так, вниз. Отпускать труднее, конечно, чем поднимать. А почему думаете так? Да? Потому что противовес там есть. Да-да-да, вниз. До конца. Пока, значит, ведро полное будет. До конца. Полное ведро должно быть. Все? Да. И поднимать легко. Там, да. Ага. Надо пробовать.
Так, теперь? И бочку воду, потому что мы, в общем-то, вот это у нас как индикатор определяется туристов, насколько есть. Если, значит, бочка еще внизу, значит, у нас сегодня туристов не было. Занимаешься? Заливать туда, да. Вот снизу так. Вот оттуда. Ага. О, вся красота в этом. Давайте дальше. Центр, поэтому у нас не разрешается спиртные, не разрешается курево, да, это понятно. Еще у нас, значит, это работает кафе. Кафе у нас халяль, тоже свинину мы не разрешаем. Это понятно? Так, итак, начинаем с того. Вот рядом у нас стоит качели Даган. Ставить его, где у нас проводят национальный праздник в татарских деревнях. Какой у нас праздник у татар есть? Сабантуй, конечно. Вот у нас один Сабантуй, все правильно. А вот еще у нас два религиозных праздника есть. Вообще-то у татар только 3 праздника. Один Сабантуй, Курбан-байрам и... Молодец, вам подарок. Вот что. Выбирайте, какой вам надо. Да, мне все равно. Все равно? Вот он, что есть. Так, качели Даган. Она чем? Качается стоя, одна пара, 2 пары. Это самые большие качели в Татарстане, потому что такой-то милиции вы качели не найдете. Это только у нас. качается парень с девушкой? Или... Парень, ну, можно так. обязательно? Парень и девушка стояли, да, напротив, да, вот там и тот. Итак, дальше. Дом у нас татарский крестьянский, вот недостроенный дом есть, да? Это татарский крестьянский дом зажиточного крестьянина. Чем он отличается? Он отличается тем от русского дома, допустим, да? Передняя часть мужская сторона, сзади женская сторона. Отдельный вход для мужчин, отдельный вход для женщин. Почему вы так думаете, делали? Это делали, потому что по традициям, обычаям именно так. Вот это не для тех, кто там живет, это для тех, кто приходит в гости. Вот, например, пришел мой сосед, он не имел права заходить в женскую сторону. Почему? Потому что там моя жена, моя дочь. А если пришла соседка, она не имела права заходить ко мне, потому что это неуважение к мужчинам. Все понятно? По традициям, обычаям до сих пор. Вот, например, у нас есть татары-мишеры, за пределами Татарстана в основном живут. Вот я сам татарин-мишерин из Чувашии. У нас до сих пор на свадьбах женщины сидят отдельно, мужчины отдельно. Конечно, в Татарстане не соблюдается. Разные столы. Да? Нет, даже вот передняя Разных часть, это помещений. мужская сторона, мужчины сидят. Сзади там женские сидят. А если вот большое это помещение, разделять его специальным вот этим материалом, там, да, чтобы мужчина женщин не видели. Вот такой. Так, это до сих пор идет такой. Так, дальше. Ветряная мельница. Это единственная ветряная мельница в Татарстане. Во-первых, она рабочая. Во-вторых, она самая старая. И в-третьих, она построена руками женщин и подростков в 1943 году во время войны. Здесь она не стояла, здесь вообще ничего не было. Мы колышкой забивали, с этого начали строить. Перенесли, что ли? Мы его перенесли, привезли из Высокогорского района, деревни Большой Кик, прямо на границе Марии. В общем-то, после того, как мы колодец копали, вот ограждение все делали, мы искали ветряную мельницу, долго искали, не нашли. И нашли случайно, знаете, как случайно. Вот журнал «Сиюмбеке» у татар есть. Вот, и, знаете, мы этот журнал берем, мы читаем, смотрим, именно вот эта мельница стоит там. И рядом еще домик был, сгорел. Журналисты написали, кстати, да. И вот, мы же искали, мы поехали туда, в полуразваленном состоянии вот эта мельница была. Нашли хозяина, ну там колхоз уже кто-то выкупил. Нашли этого человека, значит, сколько заплатили, привезли сюда, реставрировали. Вот она, это изюминка, конечно, нашего музея. Это можно наверх подниматься, посмотреть. Наверное, давайте с этого и начинаем. Конечно. Давайте. Один такой маленький, там где-то под 80 лет, и пришел и начал спрашивать, вот что делаете? Я говорю, мы разбираем, значит, вот музей именно татаровны хотим делать, а у нас это милиции нет, мы его разбираем сюда. Он заплакал, вот, говорит, спасибо вам. И это, говорит, если 5 лет еще стояло, его бы не осталось. И вот это, оказывается, был Салим Бабай, последний мельник этой мельницы. Именно в 1943 году ему было тогда 14 лет. И вот он рассказывал, что, по его словам, я говорю, вот это вал наверху, где-то диаметром 80 сантиметров, длиной где-то 8 метров и весом 2,5-3 тонны. Мы, говорит, женщины, подростки собирались и хотели накатом его поднимать. У нас, говорит, сил не хватает, потому что мы толком, говорит, хлеба не кушали. И меня, говорит, послали в соседнюю деревню Каракуль. И там женщины здоровые, 15 женщин, говорит, подошли. Потом, значит, подростки подошли. Объединившись, жители 2 сел поднимали вот этот вал. И все-таки
пустили эту мельницу и решили вопрос хлеба. Он говорит, не вопрос хлеба, вопрос жизни. Мы после этого, говорит, живы остались благодаря этой мельнице. Вот такая мельница. Итак, вот эта мельница, если принцип работы, да, действия, вот она, если работает от ветра, это понятно, да, поэтому ветряная мельница работает от ветра. Если даже очень сильный ветер, вот с той стороны не будет работать, не будет крутиться. Почему? Он не будет работать. Вот, например, если вот с той стороны ветер, а у лопасти вот сюда смотрит, да, не будет крутиться же. Ну да, да. Надо что делать? Надо вот это лопасти поворачивать туда. Вот для этого, оказывается, наши прадедушки придумали руль специальный. Его 5-6 мужиков или на лошадь цепляют и крутит. Оказывается, вот эта лопасть, вот это вал, вот эта кровля, да, вот это все. Она, оказывается, крутится. Я вам покажу руль даже. Давайте сюда. Вот она. 3 такие длинные бревна объединяются в одно и ставятся в землю. Его, значит, поднимают или на лошадь цепляют. Потом, как находят направление ветра, лопасти начинают крутиться, его ставят в землю и закрепляют. Все понятно? Если меняется направление ветра, дальше будут крутить, искать ветра. Вот таким образом работали. А если ветра нет, вот, например, подряд 2 недели ветра нет. Вы думаете, значит, без хлеба или без ничего не могли же люди жить? Поэтому в каждом дворе дома были вот такие жернова. Это жернова. Вот это жернова 250 лет. Это привезли из Связки. Это вот из чистого камня, натуральные камни, да? А это вот из чистого дерева. Она может и комбинированная быть. Внизу вот камень, наверху ведь это может быть. Вот такая. Так, вот сюда. Так. Принцип какой? Вот я поднимаю, вам покажу. Видите, здесь зубы надо. В общем-то, здесь мука. Мы на нем работаем, мы для цыплят делаем крупу. Здесь крупа получается. И для того, чтобы зубы были, вот если деревянные, туда забывать металлические вот этой полоски такие, да? Чем они острее, чем их больше, конечно, крупа получается мельче. Это ясно. Здесь тоже самые зубы есть. Только там прямо на камне. Сейчас я вам зерно дам еще, будете крутить, я вам еще вопросы дам. Так что здесь я вам покажу просто, ладно? Здесь, посмотрите. Вот тоже зубы. Вот здесь уже гладкий стал. Здесь, конечно, уже крупа не образуется. Специальными молотками делают здесь зубы. Такие вырезы делают. Потом будет работать. Вот такой. А сейчас вам вопрос. Ждите меня. Ну вы, ничего, я как с вами детьми, да? Ничего, нормально? Вот смотрите. 3 культуры, кто определит правильно, тому подарок. Овес. Это ячмень. Тогда вы в сторонку. Овес. Это овес. Тоже в сторонку. Но пшеницу-то определить можете, наверное. Вот это. Нет, наверное. А знаете, я вам скажу, что? Ученики больше знают. Да? Честно говорю. Они определяют сразу. Это пшеница. это Это же еще мир. А Это овес. какие животные кормят-то овесом? Овцом, Молодец, лошадкой. лошадку, значит, видел. Так, Я Ну, в армии узнал, ну, хлеб-то чем кушай. пшеница от овса отличается. в армии знал, ну молодец. Ну, хоть пшеницу-то определить надо? Нет, это не Мне пшеница. кажется, вот это пшеница. Овес, Вам это вот кажется? пшеница, Вот что ли? пшеница. Вот она пшеница. что? Вот эта пшеница, из него как раз хлеб делают. Запоминают на всю жизнь. Да-да. Да. Колоски пшеницы. А вот видела. это ячмень. Это вот кто пиво пьет, вот это ячмень делает. Ну вот это же овес. Это у овес уже Ну, лошадь правильно кормит. сказали, Он вот правильно. совершенно. А если все 3 вот сюда положим, что получится? Вот сейчас я вот положу эту. А? Точно. Ну-ка, ну что? Нет, ассорти название есть. Уже сказали же, каша дружба. Ну это тоже, да. Комбикорма. Комбикорм, да? Конечно. Из много культур объединяют вот одну. Здесь образуется. Так кто будет работать? Все? Завтрак будет. Положите все. Это знаешь как? Кому что надо? Обязательно. Участвовать надо. Процесс такой. И будете крутить. Кто смелый? Ой, дайте. Ну все? Нормально? Нормально. Все. Это знаете что? Получилось, можно открыть. Это вот знаете что это такое? Комбикорм. Вот это устройство. Нет. Сито.
Мед не забывай. Да, медогонка. Медогонка. В 50-х годах в колхозах работали на этой медогонке. Вот один из Чувашии привез. Чуваши из границы же 15 километров только. Вот я говорю, Чувашия хотел музей сдать, никто не берет. Я говорю, к нам привезите, мы берем. Мы брали. Вот он каждый раз едет в Казань, сюда заезжает, смотрит. Дедушка говорит, у меня 50-х годов в колхозе работал, вот на нем. Просто вот раму ставит туда и крутит. Ремень вот туда упал, главное. Она рабочая, да. Рабочая мини. Стекает, да. Там специально вот здесь кран ставили. И оттуда брали. Все понятно? Давайте дальше. Ну, мельник так не одевался, наверное, я думаю. Попроще одежда была, но однако, да. Давайте на эту сторону все выходите, я вам рассказываю. Там есть еще кто поднимается? Да, давайте все сюда. Веретено это называется, да? Да, это вот веретено, один конец там крутит. Это верхний конец веретена. Так. Итак, утром, каждое утро поднимался сюда мельник. Для чего? Надо проверять вот это зубы. Здесь зубчатые передачи же. Вот зубы деревянные. Так. Из дуба обычно делают. Это большое маховое колесо. Здесь посередине вала ставится, оно деревянными зубами. Главное, что соблюдать здесь надо. Вот выход зуба, толщина зуба и расстояние между зубами. Так. Если вот это не соблюдается, если вот хотя бы, вот я вот сломанный зуб возьму, вот зуб, один зуб вот сюда попадает, все зубы сломаем. А он вот сюда одеваться должен. Вот он. Каждый. Поэтому можно его сюда вынести, можно туда. Специально там, если клин забиваешь, да, вот именно, если уже менялся вот этот размер, его уже менять надо самого. Вот поэтому один зуб у нас, видимо, попал вот на эту часть, и мы сломали. Вот в 2013 году мы остановились. Поэтому я решил, что надо обязательно мельник должен работать, обязательно должен все узлы механизма смотреть. Потом, значит, мы муку обязательно получим. Из полученной муки, вот у нас домик уже заканчиваем строить, да, и там будем именно шпишмака делать из полученной муки здесь. Ну вы мельник ищете или нашли уже? Нет, мы ищем мельника. Сейчас Но трудно? искать нет, Не не трудно. трудно найти мельника? Не трудно. Главное, если зарплату дать, не трудно. А вот мастеров трудно найти. Вот кузнеца, гончара здесь трудно. Ага. Да. А там мельник-то здесь механизм, он вот весь механизм здесь. Итак, вот эта верхняя часть веретена в рабочем состоянии, она вот так будет. Вот он рабочее время, так состояние. Вот этот упор специально ставится. Чтобы он обратно сюда не вышел. Вот он лежит, это упор ставится. Вот. Единственное, что здесь. Надо смотреть, когда вот на ночь оставляешь. Я в Салим Бабай вот рассказывал, знаете, одну историю. Это, значит, в 43-м году. Сначала, говорит, строил из Мариэль один мастер, говорит, пришел. Но почему женский труд? Основной, самый тяжелый труд делали женщины. Они не валили лес на санях. Почему же не лошади? Лошадей нет. В колхозе, говорит, Салим Бабай, оставили единственную одну лошадь. И председатель колхоза, говорит, эта лошадь женщин не давал, чтобы возить лес. Кто на плечах, кто на санях, все таскали. Вот таким образом построили. Поэтому это считается женский труд, подростковый труд. Мастер был сначала морец. Построил, говорит, вот эту всю верхнюю часть, да, все поставили. И, говорит, ночью ураган сильный был. И у нас вот эта верхняя часть улетела на 30-40 метров. И все разбилось. Весь народ, говорит, собирался, все, говорит, мы, говорит, все. И вот потом, говорит, пришел русский мастер. Пришел, оставили, построили, пустили. Это вот осталось от русского мастера. Значит, ошибка какая была? Я вам сразу скажу. Салим Бабай рассказывал. Во-первых, здесь тормоз должен быть. Если ураган, чтобы он не крутился. Вот стопор, я вам расскажу еще, мы тоже стопорить хотели, не получился. Вот видите полотно металлическое, он закреплен, обхватывает большое маховое колесо, а вот здесь у него, вот он укорачивает длину. Если мы оставим, да, если мы вот это снимем на ночь, оставим, да, вот этот тормоз не удержал. Мы когда строили, здесь все поднимали, все устроили. Я в Казани был, рабочие у меня поставили, и сильный ураган пошел. И он, говорит, как начал крутиться, я вспомнил, и рабочим я по телефону, все бегите подальше только. Да, и они все вышли. Вот это упор есть вот такой, они упор вот сюда сунули мы, он сломал.
Да, чтобы остановить. Уже не держи. Там ураган, вал такой-то. Там. И главное, что надо. Обязательно оставить. Там, видите, камень на камень. Зазор есть? Он будет крутиться. Вот когда на ночь уходишь, камень на камень ставить надо. Чтобы зазора не было. Да, и все, и крутить можно. Много места? Вот такое. Итак, все про музей, про это, мельницу. Это село Исаково. Раньше было село Исхаково. Знаете? Да, да. Был Исхак татарин, купец. И вот, чтобы сохранить свое богатство, он крестился, стал Исаком. Да, стал Исаком, и деревня Исакова называется. Итак, этот Исаак, он крещеный татарин. Исаак, по-татарски Исхак, в 1637 году построил вот эту церковь. Это на средства этого Исаака построили. Поэтому село называется Исаково. Крещеного татарина. Вот такой. Вот, давайте дальше. Все-таки. Ау! Рядом с церковью захоронение есть 400 татар, которые не хотели креститься. Например, если когда борозду делаем, да, прямо вот эту лопатой, прямо держим, когда, значит, коту ставишь, через 30 сантиметров, потом, значит, вот так ставишь, землю, на него перекидаешь, вот так и будет. Рабочий. Можно работать. Кстати, я уже рассказываю как. Туристам я говорю вот так. У нас все разрешается, правда, все разрешается, руками трогать. Если увидите гармошку, можете играть. Если увидите лопату, можете копать, семена даем, сажать будете. Вот один пришел там из Казани, ну, видимо, предприниматель какой-то. Увидела, вот, я вот на нем хочу копать, это, пахать. А пришлось, вот лошадь запрягли, пахал. Еще 1500 денег дал. Двор кузнеца. Вот кузницу я у себя, как увидел, вот например, где-то 50 лет тому назад у себя в колхозе такой делал. Вот 50 лет тому назад. В колхозе, именно в деревне Урмаево, село Урмаево. Такой видел, такой сделал. Так, ну это дом, где жил кузнец со своей женой, да? Жена ткачиха. Там зайдем, узнаем. А вот это, что это такое? А это стояло рядом с кузницей всегда. Лошадь, чтобы вот так вот делать. Ага, это что такое называется-то? Так правильно она говорит. Она. Подковы забивали, все правильно. Потому что подковы, а вы знаете, что подковы гвоздями забивают? Да. Вот и гвозди, и подковы делают здесь, в кузнице. Поэтому кузнец часто выходил, размеры снял. Обувь-то разная бывает. У людей же, у лошадей тоже. И единственное здесь условие надо держать такое, 40 дней как пройдет, 40 дней, вот эту подкову надо снять, почистить, заново ставить. Или размер менялся, другой размер поставить, ладно? А почему? А почему? Не сгнила, а? И вот так принято. Как принято. Вот как 40 дней надо почистить, блестел, что и заново его. Или лошадь, значит, если он старый, уже размер же не меняется, можно свою уже оставить, допустим. Если уже там сломался, можно менять. А молодых же постоянно размер меняется, поэтому рядом всегда стояло вот это устройство. Здесь, во-первых, сразу рассказать надо то, здесь у нас есть станок ткацкий, рабочий, кстати, рабочий станок ткацкий. Мы на нем в Вашке деревне, сейчас скажу, какой Тютюшский район, бабушка Матрена, бабушка была 87 лет. Я сначала вот этот станок сюда привез, думаю, сам соберу. Отсюда бабушку приглашил из соседней деревни, там Мулаили у нас деревня есть, там бабушка одна, да? Оказывается, она еще отличается, у татар другой, у чувак другой. Она говорит, у нас не такая была, станок не такой был. И потом я поехал обратно в Тетюшский район туда. Вот, привез эту бабушку 80 лет. И она здесь все построила, и моя дочь все научила, вот как работать. Да. И осталось, оказывается, это говорит, от моей бабушки осталось. Ей 87 лет, от ее бабушки это 150 лет. И единственный ценность, никакого музея вы не увидите, вместе с станком вот это полотно. Вот вы видите? Да, вот здесь делают. А с одной стороны, главное, интересно, конские волосы. Вот она. Почему? Вот. И это, я не знаю, какой-то ткань, это прочный. Очень прочный ткань. Как сито, наверное, использовали. Конские волосы, и здесь лен. Вот такой. Так, и здесь еще мы показываем что? Здесь мы показываем еще разные. Я вам про татарскую гармошку говорю, вот это. Вот она татарская красивая, да? Это уже. Вот это тоже татарская гармошка, видите? Это казан, да? У нас же музыкальная фабрика была, его закрыли в 90-е годы. Это последний выпуск. А это уже ручная работа, мастер делал. Правда, вот я же сказал, что у нас все разрешается, поэтому все играли, на ремонт надо сдать. Обычно я на это немного играл, пока я это детям показывал. Вот, как называется гармошка? На подарок.
Татарская гармошка. Тальян. Молодец, тальян. Мы себе подарок берем, Бар. Все, подарок берем. Вот тальянка. Есенин, тальянка. Собирали, знаете, по всей республике Татарстана. Ну, в Татарстане приехали, но у нас своих гармонистов 35 человек было. И вот один из Рыбнослободского дедушка мне звонит. Приезжай, пожалуйста, говорит, у меня 3 гармошки есть. Вот это одна гармошка, вот это вторая. У него еще одна гармошка, тоже тальянка, но она больше 100 лет была. Эта гармошка, я его реставрацию дал, скоро привезут, да? А вот этой гармошкой в 1960 году он пошел в армию и с армии пришел. А вот это моего года, я 60-го года, кстати. Вот эта гармошка, если он в 60-м пошел, значит, я еще в выпуск, может быть, даже 55-й год. Вот. И, знаете, он болел уже. Вот, я, говорит, не могу приехать, значит, он болел, и мне говорит это, на фестивале, говорит, играй за меня. Я говорю, я чуть-чуть играю, не очень-то хорошо. Пойдет, говорит, но он любитель, конечно, он хорошо, ну, уже такой, дедушка веселый, и, знаешь, у меня, я сижу, мы разговариваем, и меня, говорит, девушка любили. А почему, говорю, любили? А почему любили девушки-то? Хорошо играл. Конечно, гармонист это первый парень, что все люди. Итак, а что дарили девушки? Вот когда вот ребята в армию пошли или на войну пошли там. А? Да, платочки вот такие. Вот такие платочки. Это вот от дедушки 3 платочка мне подарил. Дедушка, вот эти, там даже девушки пишут, там по-разному имена пишут, это, да. У меня, знаете, 25 штук собиралось, когда в армию пошел. Из соседней деревень, говорит, девушка пришли, подарили. А мой сосед, говорит, вместе мы пошли, у него, говорит, 2 штуки было всего-то. И он, говорит, увидел мою 25 и заплакал. А почему плакал-то? Нет, от завидно, это можно тикаря, завидно, ну ладно, что-то. Нет. Любимая девушка подарила, которую он любил. Нет. Которую он любил, девушка. Нет, вот это парень заплакал. Парень заплакал, что у него 2 штуки, а у него 25 этого гармониста. Нет, у нас в татарской деревне есть традиция, обычаи. Вот последний день или последнюю ночь все вот берут все платки на гармошке. Ребята, все что делают? Поют, привязывают, вот так махают. Вы попробуйте махать вот это 25 или 2. Он 2 вот так, наверное, махал. Потому что все же видят, насколько уважаемый это парень-то. Вот поэтому, когда он заплакал. И вот я вам сейчас спою один куплет. Это куплет, ну, во всех татарских деревнях пели его, и, значит, до Ивана Грозного, и до революции, и в Советском Союзе, и до сих пор поет. Это аулки. Я вам, чтобы было понятно немного, я сыграю по-своему. Так, и спою. А что песня? О, аю! А из чего их ходил? А? Из чего? Из кожи сделали, но это искусственная кожа. Так, итак, хоть бы молоток один. А молоток есть, есть маленькая кувалда, есть большая кувалда. Как называется-то? Наковальня. Конечно, наковальня. Вот 3 вещи, которые надо. Это без этого нельзя работать. Я вам расскажу то, вот как Иван Грозный в 1552 году брал Казанское ханство. Знаете, сначала указы Ивана Грозного были. Во-первых, татары не имели права заселяться 30 километров до реки, для основных дорог и до леса. Поэтому татары никогда грибы, ягоды не собирали и никогда рыбу не ловили. Это уже после Ивана Грозного, я скажу. Почему? Потому что вот я из Чувашии, у меня Урмаева, до леса у нас 25 километров.
до реки еще больше. Поэтому, если я 25 километров пешком иду туда, потом поймаю, собираю, это 50 километров, потом уже завтра я работать не могу. Поэтому татар не было такого. И еще второй был запрет. В татарских деревнях было запрещено иметь кузницу и гончарную мастерскую, допустим, да? Почему? Оружие не делают. Оружие могли делать, конечно. Татары не имели права. Если даже в татарской деревне был, то русский мастер работал. Поэтому мы здесь показываем, вот вы видите, здесь домик такой маленький, да? Почему в татарской деревне, значит, кузнец жил бедно, потому что ему работать надо. Не дали. А если бы в русской деревне, это самый богатый человек, кузнец и гончар, они самые богатые люди были. Вот. Не только, потом, значит, запрет был еще, татары не имели права верхом на лошади, только на телеге могли. И потом всех татарских лошадей угнали в Астрахани, на мясо пустили, поэтому породы татарских лошадей у нас нет. Если вам кто-то хочет продавать лошадь, что это татарская, не верьте, нет его. А зачем угнали-то? А? Зачем угнали на мясо? Чтобы татары остались без лошадей. Вот, есть башкирская порода у нас, только не татарская. Итак, потом, значит, после, что началось? После началось добровольный крещение татар. Вот я сказал про Исхака, да, стал Исаком, чтобы богатство сохранить, он, значит, именно крестился. Это было так, не только богатство сохранить, татары, если крестился татарин, он в армию не пошел, налог он не платил, хорошую землю брал. Если даже крещенные, вот в деревне, допустим, Шердана, есть русские Шерданы, это крещенные татары там жили. Вот отдельно ставили улицу. Понятно? Вот. Поэтому после того, еще, значит, татары уже насильно начали крестить. Это как было дело? Поп лично сам ходил проверять по домам, иконы есть или нет. Икона есть. Вот зашел, икона есть. Поп ушел, татары эту икону под кровать. Вот так. Они считали себя крещенными, это крещенные. Но они крещенными не были. Вот. А их спасал, знаете кто? Патша, падишах, царь, царица. Екатерина II. Да, Екатерина, конечно. Поэтому татары, все Екатерины II говорят как? Эби Патша. Это же бабушка царицы. Почему? Потому что она разрешила татарам строить мечети из кирпича, из камня. Это раз. А второй, что, знаете, что разрешила? Это экскурсовод только говорят, вот такое. А второй они не говорят. А? Нет, многоженство не было разрешено. А она разрешила, вот это татары, которые иконы ставили, потом под кровать пустили, им разрешила вернуть свою фамилию, свою религию. Вернуться обратно. Понятно? Вот это заслуга Екатерины II. Многие, я вам скажу, я про свою деревню знаю, вот Урмаева, там, значит, 397 дворов было, из них 87 было крещенные татары. Считали себя, не были крещенными, написали себя там Петровым. Еще, знаете, вот никакой, это журналист вам не расскажет, я вам расскажу одну быль недавно. Вам она интересна будет, как журналист. Поехал я, 2 месяца назад, поехал я хранить дедушку Хайрдин Бабай, Мифтахуддинов, Хайрдин Бабай, 90 лет. Поехал крестить, все это. У нас же это есть. Джаназа. Да, джаназа, да, у нас не гроб же. Потом татары отличаются тем, мы же не ходим медленно, там, плачем. У нас татар не принято. Татары, если они плачут молча. И у нас не принято плакать. Если мулла увидит, сразу замечание делает. Вот поэтому и главное, мы быстро-быстро идем. Идем, мы носилки несем быстро, и меняемся, да, идем. И вот мы, значит, пришли до кладбища, а кладбище ворота закрыты наши. И главное, мы мимо прошли. Я сейчас вот, который идет рядом, я у него спрашиваю, а мы куда-то идем? Почему туда? Ворота, что ли, с другой стороны? Нет, он же крещенным был. Это татарская, это судьба татарского народа, знаете вы? Это судьба татарского народа. Его у меня брат намаз читает, я не читаю намаз. Он намаз читает, там, медресе закончил, да? Он мне говорит, это же Хайрдин говорит 5 раз мусульман, чем мы. Понимаете, он всю соблюл. И все равно его хранили вот вместе этими крещенными татарами. Вот она так. Такая бывает. А нельзя обратно в дом вернуться? Нет, обратно так вернулись. А почему? А вот такой традиция обычая осталась. Что он был как крещеный? Да. У него дедушка, вот Мифтахуддин был же, Мефодий был. Да. У него, оказывается, дед, или вот это, дед Мефодий крещеный, оттуда и фамилия Мифтахуддин. Хотя они приняли уже
И ислам обратно вернулись, они все намаз читал, мечеть ходил, все такое. И вот такой несправедливость, конечно, вот А это вот также вот бывает, такой... что христиане принимают мусульманство, ну христиане, Да. значит, русские там люди, Да. принимают мусульманство, их как вот хоронят? Как мусульман. Распределение мусульман, конечно. Странно так. А как же? Но он конечно. же... Сейчас мусульманы, которые принимают христианство, их Нет, хоронят дело не в по-старому. этом, дело в том, что человек же был крещен, как бы, да? Да. Но Ну, тут... по хитрости, Но- да, там. Но это а другая потом он ситуация. Вот народ или его не простил, я не знаю, вот так. Ну, получается, Вот такой, это он есть, как бы это принял был. веру, Это факт. а это просто добровольно пришел. Вот. Так, еще один момент, ну ладно, это вот такой. Я вам рассказал, потому что это журналист вам не расскажет никто. Или экскурсовод казанский там, да? Я вам рассказал, это потому что я это сам испытал вот такой. Мне больно было смотреть на это, да, вот дедушку жалко было, больно было. И его вот так, так-то, ну так, есть судьба. Это судьба татарского народа. Итак, есть у нас слово деньги, знаете вы? Есть. Да, это же не русское слово. Нет. Да, Тенге. тенге. Вот это тенге, если хотите, мы здесь чеканим. 1 тенге и 3 тенге. 1 тенге у нас медная, а 3 тенге у нас... Серебряный? Вы знаете? Да, серебряное, чистого серебра. Я хотел сказать. Вы знаете, русские же раньше рассчитались 1 деньга, 2 деньга, 3 деньга. То есть 1 тенге, 2 тенге, то есть 1 тенге, 2 тенге, 4 тенге. Все понятно? Если хотите чекать, после того, как искусство пройдет, вы, значит, сюда ко мне подойдете, и мы с вами будем чекать молитву 1 тенге, 3 тенге. Все? Как используют независимо татарской, чувашской, там, удмуртской. Вот для чего использовали? Кого? Ты что? Зачем наверх подниматься? Кормить, что ли? А что, земли, что ли, мало? Нет. Вы думаете, да вы это смотрите внимательно? Посмотрите. Для чего? Закат наблюдать. Лежит, кроме индюка. Индюк не входит, не смотрите на него. А для чего? А я, между прочим, использовал ее в жизни своем. В Тетюшском районе. Между деревней Ильинка и Монастырской, там деревня есть такая. А между этими деревнями там речка течет. А чтобы речку выходить, надо как-то выходить. Чего? Знаете, вот мосты же строят деревянные. Раньше вот деревня там, вот я говорю же, я точно построю вот такие вот это устройство я использую для строительства мостов. Вот это сваи, забивать сваи. Сваи же надо забивать, что мост строить-то. Вот. Дубовые 8-метровые мы выбирали, такие ровненько. А это баба называется по-русски. А по-татарски бабай. Тут же еще не поймешь, что вы мост строите. А еще, знаете, вот когда мы на шабашку, это первый курс, когда я студентом был, да, мы, значит, нам дали вот это мост строить, там, представьте, колхоза. И у нас в деревне один человек, который знает, как мост строить, мы к нему подошли, он сказал, вот так, площадку делаете, одеваете, вот так ставите. Мы же не видели тоже. И именно вот такой построили. И забивали сваи 8-метровые. И знаете, вот это, если слабенькие мужчины, вот маленький поднимает, если крупные, вот такой большой, 4-5 мужика залезают, и вместе площадка отпускаешься. Даже у нас песня есть. Кызларки я козолустан, бізге қарасы да yok. Кызлар келген кунакка барып тұрасы да yok. Вот так били. А эту песню научил вот тот дедушка, какой налог был. Большой налог был. Вот если будете вот там музей 70-х годов, 7 гектар земли организован, ну, прекрасный музей. Вот там есть дома без дымоходной трубы. Потому что народ даже, у него денег не было, чтобы именно дымоходную трубу делать, и потом еще налог платит за него. Ну это до революции было, да? налог такой? Ну, такой, конечно. А как не угорали-то? Как не угор... Ну, Проветривали? ничего такого. Полуземлянка жили же, там тоже дымоходной трубы не было. Нет, там отдушины должны Да. быть. Отдушины. Вот налог еще не только был от дымоходной трубы, налог был на количество окон и на размер окон. Поэтому, а вот сейчас, по-моему, у нас тоже налог поднимает на этих богатых. Ха-ха, разбогатеть будем скоро. Налог с Оксаны. О, Оксана! Знаете, у нас лошадь был. Но мы его по-русски Машка, я говорю по-татарски Марьям, да? Одна женщина подошла, почему вы так говорите Марьям? У меня, говорит, внучка Марьям. Ладно, сейчас эти пустим, давайте. В мастерской и печкой, деревянную печь по обжей керамики. Вот знаете, мне вот, это в каком году? Ну, вот в 12-м году, по-моему, мне было интересно, вот как же раньше в деревнях в большом количестве обжигали глиняные изделия, да? Не кирпич, глиняные изделия. Потом, значит, я в интернет написал, там мой сын,
И мне из, сейчас говорю, Московской области, город Звенигород. Вот. Приглашает меня, он потомственный керамист. У него дедушка был, отец был, я фамилию сейчас вспомню, скажу вам. Вот он приглашал, я к нему домой поехал, в Звенигород. Я в Москву поехал и к нему заехал. Вот точно такой же я сделал. Значит, прямо на земле. Она бывает и половина под землей, или полностью под землей даже может быть, да? Это у него точно такой же дом. Печка такая же, дровяная печь, положение керамики. Здесь он обжигал вот 1,5 метровый, 1,60 глиняные такие посуды, вазы, да? И продаю по 150 тысяч. Мне было так интересно, я говорю, давай я сделаю тоже. Сделаю. Итак, я начал. Здесь кирпичом глина закрывается, вон там есть у нас. Мы хотели обжигать. Остается один кирпич, его убираешь, дрова туда кидаешь, надо топить 7 суток, в сутки надо 1,5 куба. И получается у нас на 7-й день, на 8-й день 1000-1200 градусов для обжига, как раз нормально, да? И вот, я начал в первые сутки топил, вторую сутки, и начал, оказывается, печка гудит. Го-го-го-го-го-го-го. Я сейчас испугался, я ему звоню, я говорю, вот так, наверное, я неправильно делаю, у меня взорвется сейчас, наверное, я без печки останет. Нет, говорит, нормально, у тебя температура поднимается, давай его дальше. Я 3-й сутки начал топить, у меня искры туда полетели, я испугался. Потом думал, нет, наверное, гончар своим делом должен заняться, я своим. И все, больше не трогал. Вот эта печка такая история, такая, эта печки. Правильно, вот эта печка надо поставить. Специально поехал в Звенигород. Посмотрите. Идея. Он мне, говорит, подсказал, вот именно в такой деле, в большом количестве обжигать, все такое, я делал по его предложению. Нет, ну мы-то думали, что для виду будет, вот будет ручная, да, Да. а за ширмочкой мы будем делать нормальную штамповку, значит, там, сувениры для этого, чтобы как-то окупался это дело. Но я перестал. Искра полетел, что-то у меня не так пошло. Курский район или какой район. Просто они нам бесплатно дали, мы его разбирать сюда привели. Это, значит, столер для себя сделал. Он немного 20 сантиметров выше высота. Ну, обычно ниже. Потом, значит, гончара вызываем из Казани. Приезжайте из Казани, мастер-класс показывает. Своего гончара нет. Очень жаль, пока нет. Но лови с собой. Вот вы про нас много-много напишите хорошего. Будет гончар у нас. Гончарным делом татар нельзя заниматься, поэтому они жили бедно. Итак, но у нас печка. Печка у нас. Вы думаете, какая? Не русская же? Татарская? Конечно. А чем отличается? Кто скажет, сразу 3 подарка даю. Так, сейчас скажу. Давайте. Лежа- Молодец, одна причина татарской лежанки печки. нет, Да, да, лежанка лежанки. нет. Почему? Потому что, если бы русская была, она 1 метр длиннее была бы. Метр короче. Еще. Для лентяя. Фишку много будет. Да нет, мы его сейчас уберем. Вот не стало. Уже русская стала, нет? А вы ее печку Печь топите? готовить? У русских правд тоже есть? На готовке. Так и там тоже есть. А печку топите? Топите? Она Это казан, что ли? Или Это воды? казан. Воду греть? Вот. Первый, значит, длина меча 1 метр. Второй, значит, у нас встроенный казан. Она не снимается прямо как говорится. вон оно что. Так, это еще две причины есть. Ну, как его там? Еще две, как его, отличие. Ой, там еще три. А, вот. Для кунгана? О, 3! Кумган, молодец! Ну, подарок всем надам. Так, Кумган, еще одна причина, которую даже русские сами не знают. Вот татар... Вот, а это для чего у вас? Где? Не, это... Это дрова складывать? там подобное было. Ага. Не, она может быть и там, и с той стороны можно и делать. Нет, еще я вас сразу скажу, все равно не знаете, русские еще печь 1 метр шире. Так. Почему? Не знаю. Вот сейчас скажите, давайте, кто скажет А, подарок сразу? мылись раньше в русской печи. Ну, по-моему. В избах. Да, нет, правильно говорите. Печи мылись, печи. Вот мылись. печи Да, мылись. да, печи. Вот она, вот эта часть, она большая такая была. Туда занавеску делали, туда соломы настелили и мылись. Это в русской. Русские Я мылись. наполовину татарка, поэтому я не знаю. Так, отвечала кто у нас? Вы. Отвечали вы, у нас вы уже Ой, у меня такая такой. есть. Такая есть? Да. Такой, А такой нет. такой. Все? Спасибо. Итак, Оксане. а, Да. сюда, едь сюда. Итак, я вам здесь немного расскажу. Кто у нас еще? Видите, вот здесь кровать. Это не кровать. Как называется? Нет, не лежанка. Тахта. Не тахта. Сяки. Да. Сяки. И так татары здесь спали, как кровать. Потом, значит, утром встали, весь постель, вот полочки специально на двери туда ставили. Самовар. Скатерть настелили, самовар поставили. Самые уважаемые в семье сели. На ястык. Ястык это большая подушка, из 3 подушек собирается. Вот большой. То есть Кто у нас самый уважаемый в семье? Бабушка, дедушка. Молодец. Вот за это подарок тебе стоит.
Во. То есть в стол превращалось. Да, бабушка, дедушка. Еще, в отличие, еще у татар еще традиция обычаи, обязательно между бабушкой и дедушкой сидит самый младший сын или младший внук. Почему? Тыпчик, да. Почему? Продолжатель рода. Да, он не имел права уходить. Он не имел права дома оставить. Вот у нас 6 братьев, да. Мы 5 уехали, я туда, он сюда, а младший сын у нас остался. Потому что, почему он? Он самый уважаемый. Когда он растет, и же уважаемый, его все уважали. Потому что бабушка и дедушка ухаживает за своими родителями, не уехал. Может быть, талант не имеет права уехать. Вот такой. Он сидит, потому что такие. А я чайки пил вот здесь на коленях, он там вот пил. Поэтому остался. Вот такие. Это что, где, когда вопрос задавать? А? Что, где, когда вопрос задавать? Можно задавать. Еще вопрос такой. Вы знаете, что татары никогда в лаптях не ходили? Это знаете, да ведь? Да. Ичиги ходили, ичиги. Я вам сейчас ичиги показываю. Вот смотрите. И вопрос задам. Вот ичиги. Это моей бабушки. Бабушка это ичиги ходила на улице. Это ту на улице, ту на этом. Галуш одевали. И дом ходили, там на улице ходили. Вот это моей бабушки. Но вы знаете, ну у меня здесь и лапти есть. Вот лапти там есть. А вот вопрос такой. С какой ноги начинают плести лапти? С левой. С левой? Вообще. У татар вообще запрещено. Левая рука, Да. это вот ходить в туалет только. Нечистые, да. Да. Он даже когда кушаешь, под столом должен быть правый, надо кушать. Но когда очень необходимо, левый тоже участвует. Левая нога у нас вообще никуда, только в туалет ходить. Потому что мы с кровати слезем на правую ногу, через порог надо на правую ногу, с правой ногой на лошадь залезаем. Нет, левый вообще никуда. Так лапти вообще не Отдай плели. подарка. Как не плели? Сказал, Ну ты ладно, по-русски. русские плели. Ну, Ну татарская нет, ладно, я вам как... Правый, значит? Значит, правый. Ну, 2 ноги. Нет, вот подарки нет вам. Потому что лапти левый и правый не бывает. Левый и правый появился в булочке булгар, когда вот начали ищиги делать. Вот попробуй здесь левый и правый перепутать, без ног останешься. А лапти не бывает. Все, вот такой. Я вам еще расскажу про татар, да? Про татаров бывает у нас как? Вот, ну, 3 этническую группу можно разделить. Так. Это, значит, казанские татары, это татары Мещеры и крещенные татары. Крещенные татары, это ясно, да? Их крестили Иван Грозный, хотя... Кряшные это они? Они сами так Крещеные- не они так не говорят, если не дай бог не скажите. ругаться будут, да. Ругаться будут, потому что они говорят, у нас, говорит, вера появилась до того, как татары ислам приняли. Да. Да, они так говорят, не признают они. Себя так называют. А? Они сами себя так называют. Называют Да, так. кряжен, Но, да, но да. есть некоторые даже вот здесь одна женщина у нас работала, у него дедушка был Утамишев. Вот она признает. Да, говорит, мы крещеные татары. И вот крещеные татары, казанские татары, говорят чисто литературном языке габдутукая. Понятно? Значит, крещеные татары одеваются не по-татарски, не казанских татар, не татар Мещер. У них своеобразная одежда. Они, я думаю, они ближе даже к чувашской. Да, Вот да. своеобразная одежда, да? Вот. Песни свои тоже. Песни свои интересные, да. Они очень хорошо поют, кстати. Это, у них ансамбль очень сильный. На Петра вот там. А вот Мещеры не говорят на литературном языке габдутукая. Да. Знаете, я пришел учителем сюда, Большой Щердана. Акцент же есть там большой. Мы по-мещерски говорим. Они это... А вы, ну-ка, вы, еще раз повтори, ну-ка, там, вы, интересно, им интересно, да. Потом пришлось вот переучиваться, вот, да? Переучиваться, да, вот именно как казанские татары, у них помягче говорят, там, вот, например, даже у нас слова отличаются. Вот здесь пучмак, да, это по-татарски казанских татар пучмак. У нас у мещер нет пучмака. Вот пучмак, это угол по-русски, а мещерский это нюиш. Вообще не относится, да. Вот у нас есть стул, да, урандек по-татарски, казанских татар. У нас по-мещерски тенген. Вообще не отличается. У меня жена же казанская татарка. И вот... Два языка знаете, по сути. Диалект, скажи. Да, не знаю, как кстати, 90-е годы женился, я, значит, с ней на свадьбу поехали. Интересно же. И я уже вам говорил, что мещеры татар на свадьбе женщина сидит отдельно, мужчина отдельно. Но казанские, она татарки же любит. Замужу вот так вот это еще не пускать. И, значит, я иду дальше, значит, порога идешь, мужчина сюда, женщина сюда.
Она говорит, я не пойду, я с мужем. Интересно так. Я говорю, ладно, там мужчина будешь сидеть, ничего, нормально. Там женщина. Она говорит, потом я, говорит, больше к вам не поеду. Вот разделение до сих пор у нас такое есть. И главное, она сначала приехала, да, например, у нас, она мещерский язык, она сначала не понимала даже. Я объясню. А что говорит она, что говорят туда? Ну, сейчас привыкла. А почему такое отличие? Как это произошло? Ну, я не знаю, мещеры, они себя сначала татарами даже не считали, потом только... Мгм. Мещеры это за пределами Татарстана в основном живут. Здесь вот Самарская, Пензенская. Я про Мещер еще могу сказать это. Вот, вы знаете, после распада Золотой Орды у нас образовалось 5 татарских ханств. Да, видите? Это, значит, Казанское ханство в 52 году брал. Это, значит, там Астраханское ханство, Иван Грозный. Сибирское. Да. Сибирский кто брал-то? Крымская? Ермак. Ермак, сибирский, молодцы. Крымский кто взял? Вот за это подарок дам. Ермак это знает. А крымский один человек взял. Весь Крымское ханство. Путин. Потемкин. Нет, Путин он вернул. Ельцин, что ли? Потерял был? Ельцин? Нет. Один человек Потемкин, знаете, слышали? Потемкин. Да, Григорий Потемкин. Да, вот Я Потемкин сказал. дипломат был. Такой хороший дипломат, уговаривал всех. Пошел к крымскому хану. Мы, значит, вот флот тебе построим, значит, вот такой. Там сначала 100 русских, потом 1000 русских, потом 5000, потом 50 тысяч русских. И оттуда не выходили, все. От крымского ханства не стало. Вот таким образом. Я вам... Это 4 ханства только, а 5-е ханство кто знает? Подарок сразу. Ногайское. Ну, Ногайский, Крымский, они как-то вместе считаем. Под Москвой. Молодец, конечно, Касимское. Ладно, у тебя есть. Касимское ханство. А знаете, как говорят за Касимское ханство? И, кстати, вот когда Иван Грозный пришел в Казанское ханство брать, у него войско сколько было воинов? 150 тысяч воинов было. А из них 50 тысяч кто были? Касимские татары. Касимские татары. А впереди они были, кстати. А Казан-то охренел всего 50 тысяч татар. Здесь так русские, в общем-то, и не воевали. Поэтому винить русских, что они Казанское ханство брали, не стоит. Здесь татарами воевали, друг друга перебили. Вот таким образом. Вот Касимские, почему же касимские татары всегда на стороне русских были, и мещерами их считают, кстати, на стороне русских были, и всегда охраняли русских от татар. Да? Все понятно, дальше идем. Как все Делать шурале. Он мне предлагал Путин, говорит, подарить больше. Я его помню. Нет, настоящий шурале, да? Вот то, что описывает Каюм Насыри, да? Это вообще-то это оно или она? Да. Нет, это он. Давай не будем путаться. Это он. Вот я специально взял, да, вот знал, что спор будет опять, да? Да. Есть такое. Вот. Поверье примет казанских татар. Да. 1800 год. Читаем, значит, Убыр, значит, Убыр, это колбасты, шурали. Вроде леша у русских шурали водятся в лесах. Все они имеют очень большие груди, из которых одну закидывают на правое плечо, а другую на левое. И вот такую фигурку я предлагал сделать. Мне. Я отказался, я говорю, не буду я делать. То есть вы представляете, это символ. Вот должен быть вот музей, вот настоящий шуралет, не тот, который Тукай сделал детскую сказку, да? Это взрослая сказка. Это датировано. Нет, это мы будем знать, но не делать. Вот, давайте туда сходим. Сейчас вот на 100 человек будет, которые именно занимаются этнотуризмом. Вот, по Татарстану, видать, не нашли никого. Вот меня нашли. Пришли там, значит, администрации, аппарат президента. И говорят, госсовету надо выступить по развитию туризма. Я говорю, хорошо, нормально же. Главное, бесплатно. Да. И там президент сидит, это сидит. И вот я... А вы прям так пошли? Нет. Ну, кибетики есть точно. Галстуки. Нельзя же так. И вот там, значит, я выступал. Знаете, вот мы в Татарстане живем. Там, значит, министр, сейчас скажу, министр культуры выступил по туризму, еще какие-то 2 министра, 3 министра. И все на русском говорят. Так, единственное, я на татарском. Ах, всем было интересно. Я на татарском. Вот, я президент просил вот такой, у нас вот такой. Но помогать
Ну, раз пошел, я должен помощь просить, правильно же? И вот я в двух направлениях помощь просил. Во-первых, чтобы туристический маршрут открыли. Вот включили нас Островград. Знаете, здесь автобусов так много. А сюда никто не заходит. Мы смотрим так вот. Все, больше ничего нет. И вот они уходят вот по туристическому маршруту. И второе, значит, мы просили, чтобы вот нигде нет бая татарского, дом татарского бая, татарского купца, да? Вот этот дом нет. Мы его хотели вот здесь построить, ну, на этой территории. Вот поэтому я вот просил президента, вот он-то сказал, поможем. Поможем, поэтому мы ждем. Пишите вы с администрации Зеленского района. А Вот. маршрут включили, что ли? Маршрут так, временко так-то включили, потом, значит, ну, видимо, вот так по горячую. Потом месяц, субботу, воскресенье, по-моему, группы заходили, потом сказали, нет, у вас холодно, нам надо 50 человек, чтобы было сидеть где у вас, только 25, и нет, это нет. Остальным вопросом, вот как раз сегодня просили у меня, там, какой там было смету на что? Да, вот дом татарского бая включен. Самое главное, знаете, в этом доме еще что будет? Какая идея, да, какой он будет? Идея такая, у нас, во-первых, проект некоммерческий, если честно говорю. Здесь, если работать за деньги, наверное, лучше не работать. Если думать, то как предприниматель здесь работать нельзя. Но мы работаем как в первую очередь как некоммерческий, хотя бы чтобы именно сохранить там, что здесь вот осталось еще. Вот единственную мельницу оставили, вот сохранили, больше же его нет, ищите по Татарстану, не найдете, ничего нет. Вот, какие-то мы выезжаем, экспедиции собираем, у нас есть очень много экспонатов, у нас есть даже вот платье у дочери Муллы революционной, есть такие, которые вещи, мы бережем их, да, вот. И мы именно в доме что? Вот в доме мы хотим, зимой же вот как-то где-то мастер-классы проводить очень трудно. Мы именно хотим там, во-первых, чтобы люди вот приезжие в гости, может, семья приедет, да? Вот, чтобы они почувствовали себя вот, татарским баем, они переодеваются по-татарски, да, вдаем, значит, там слуга будет ходить им самовар ставить, все такое, да, и они хотят что-нибудь там кушать, пожалуйста, хоть какой. Вот это хотим, чтобы они именно так показать весь интерьер татарского бая. И чтобы там можно еще переночевать именно. То есть люди могут приезжать и останавливаться? Да, прямо останавливаться, да. Давайте, может, мы посмотрим, потом будем чай пить и разговаривать про это. Давайте. Давайте. Холодно, да? Может, вот вам халат дать? Ветра нет, ветра нет. Да. Нет, она крутится, если честно, она крутится. Оттуда и бабы Яга выходит. Оттуда у нас Шурале. Шурале это только летом там живет Шурале. А так-то зимой это под землей. Да, вот там. Это вот мы думаем вообще здесь резиденция Шурале делать. Не Кшпабай, а Шурале. Там что-то есть под землей? Под землей есть, там только закрыто. Да, есть. Вот такой домик, можно заходить, там мебель есть, можно фотографироваться. Здесь мы уже один раз спектакль ставили. Это Да и не то еще видали, проходим, да. Вот здесь у нас мечеть, фактически уже она уже стоит, да? Просто срок не привезли. Вот мечеть, это будет делать по эскизному проекту 17 века. Я специально пошел в институт истории, там есть отдел этнографии, оттуда мне нашли такой проект. И по этому проекту будем строить. Она отличается. Вот сейчас мечеть строит уже. Вот мы же в сторону Мекки смотрим намаз, когда читаем. Вот с той стороны оказывается окон нет. А почему нет? Не должно быть. Потому что отвлекаться нельзя. Да. Вот я про Тахарат расскажу. Вот Кумгам же там был. Вот я забыл сказать. Вот прежде чем намаз читать, у нас же Тахарат надо брать, да? Омывень, да. Вот. Итак, идти, вот я про окошко как раз вспомнил. Вот я когда иду, уже у меня чистое тело, иду намаз читать, смотрю на вас, красивую девушку, подумал здесь, все неправильно, заново надо мыться. Все, никаких девушек, никаких деньгах, никаких там семья, ничего нет. Есть Аллах, есть ты, все. И у тебя тело чистое, голова чистая, да? В мыслях ничего нет. Но этого мало, еще третье нужно. Это душа еще должна быть.
у тебя чистая душа. Если кто-то на тебя обижен, если обидел кого-то, идешь намаз читать, неправильный намаз. Поэтому надо все вот эти 3 вещи соблюдать. Все правильно? Заходим все-таки, давайте туда. Татарские ворота чем отличаются от русских ворот? Нет, не орнаментом. Вот это татарские ворота. Открывается, Нет, открывается внутрь. В смысле, да, русские наружу, это внутрь, татары внутрь. Да, говорят так. Да, да. Не знаю, почему-то так делают. Татары обязательно внутрь открывали, а русские наружу открывали. Не знаю. Надо русских спрашивать. Да, они, может, знают. А вот это татарские ворота. А вот булгарах делали, там русские ворота. Там тоже домик такой есть, задачный крестьянина. Там русские ворота. Чем отличается? Подарок дам. А? Вы знаете, вот наверху, вы видите там скат? Нет там ската. Именно татарские ворота без ската были. А вон, видите, там вот куда заходили, там двускатный. Вот это русский стиль. Все понятно? Да. Это татарские ворота. Зеленее! Да. Здесь, значит, это значит что? Нельзя нарушить. Мужчина заходит с мужской стороны, женской. Женщины сидят отдельно, мужчина отдельно. Все понятно? Ладно, договорились. Давайте, мужчина заходит. Обувь снимаем, там внутрь заходите, там тапочки есть, тапочка одеваем. Да.